Тукай родился 26 апреля 1886 года. Первые стихи издал только в 905 и умер в 913. Так что до 8 лет творчества и славы его ждало 19 лет одиночества и скитаний. Тукай родился в деревне Кушлауч в семье муллы. Отец умирает через 5 месяцев после рождения. Мама снова выходит замуж, и они перебираются в деревню Сосна. Мама умирает, когда ему было 4 года. Его отправляют в деревню Ущеле в семью дедушки по матери, где он становится 7-м и явно лишним ребенком в многодетной семье. В воспоминаниях он ярко описывает издевательства и унижения, которые испытал в Ущеле. Дедушка отправляет Габдуллу в Казань с ямщиком, который предлагал ребенка всем прохожим. И его забирает бездетная семья, жившая в Новотатарской Слободе. Здесь он провел 2 года. Новые родители сильно заболели и отправили мальчика обратно в семью дедушки, где ему, конечно, не были рады. Мальчика начали предлагать каждому проезжему, и вскоре, когда ему было 6 лет, его забрал житель соседнего Крылая. Здесь его ждала любящая семья и сытная жизнь. Через 3 года за ним присылает его родная сестра, живущая в Уральске. Новые родители нехотя отдают сына. В Уральск Тукай едет через Казань, где снова видится со своей казанской семьей. В Уральске он 12 лет живет у тети. Хорошо учится в прогрессивном медресе, начинает издаваться в местных газетах. Через 12 лет возвращается в Казань, быстро входит в круг татарской интеллигенции и становится известным поэтом. Активно вступает в печати против царизма и реакции за гражданские свободы и подъем самосознания. Навещает родные деревни, едет в Астрахань и посещает Петербург. Тукай умирает в Казанской больнице 15 апреля 1913 года от туберкулеза. Творчество Тукая – это 8 лет, за которые он успел стать великим даже для современников. В первых стихотворениях язык Тукая был полон арабско-персидских заимствований, образов и приемов из религиозных книг. Но поэт быстро переходит на простой разговорный язык. Стихи Тукая становятся народными благодаря многим факторам. Во-первых, это актуальные темы. Тукай хорошо чувствовал нужды людей и искренне переживал. Темы родного края и революции, внутреннего конфликта и любви, фольклор и даже борьба за права женщин были освещены в его стихах. Во-вторых, Тукая от предшественников отличали реализм, чистота языка и мелодичность. Стихи легко запоминались, передавались из уст в уста, а многие из них стали песнями. Например, в стихотворении «Пара лошадей» игра ритма и повторение звуков «п», «к» и «т» создает впечатление бегущей к Казани двойки. В-третьих, идеальное владение поэтическим искусством. Разнообразие литературных приемов, чувство ритма и рифмы, и при идеальности формы он не забывал про содержание. Самое известное стихотворение Тукая – «Туган-тель» – «Родной язык», стало неофициальным гимном татарского народа. Сейчас Тукай превратился из человека в символ. Его образ можно встретить в молодежной культуре, его именем называют здания и мероприятия, его творчество – это золотой век татарской литературы. Тукай умер в 1913 году в 27 лет, но обессмертил себя своим творчеством.